Здравствуйте, друзья! И вот я снова в Сыктывкаре, в столице нашей республики Коми. И сейчас я отправляюсь в отдел этнографии Сыктывкарского государственного музея. Коми – финно-угорский народ в России, проживает на территории республики Коми, а также в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, Мурманской, Тюменской, Архангельской, Кировской областях. Коми – официальный язык республики. Существует примерно 10 диалектов, каждый из которых относится к определенному региону. Представители национальности – невысокие люди, обыкновенно белокурые, русые или рыжеватые. У них серые глаза, широкие лица. Кожа молодых людей часто светлая, а у старшего поколения – смуглая. В одежде угадываются северорусские и ненецкие мотивы. В женском наряде главными всегда оставались рубаха и сарафан. Женщины также надевали короткие кофты, защищающие от ветра. На работу выходили в дубники, которые делали из холста. Зимой дубнику уступала шуба. Праздничные наряды изготавливали из шелковых тканей и сукна. Головной убор девушек – лента из парчи. К ней привязывали более тонкие и пестрые ленточки. Мужчины подпоясывали рубаху ремнем. Штаны из холщовой ткани заправляли в шерстяные носки. Поверх носили кафтаны, а зимой шубу. Головной убор, популярный по сей день, колпак из войлока, а зимой шапка из натуральной овчины. Из обуви носят коты, небольшие башмаки из кожи, а зимой оленьи пимы. Абсолютно вся одежда украшается орнаментом, в том числе пояса, которые вяжут из шерсти. Для добычи меха и кожи коми-народ занимается охотой на птицу и зверя, и самой ценной считается пушнина. Охотничий промысел не прекращался ни на один из сезонов. Собирательство тоже популярно. Заготавливают грибы, кедровые орехи, ягоды. Из пихтовой коры раньше умели создавать суррогат, который служил основой для муки. Обычно этот период выпадал на весну и лето. Культура коми богата фольклором, включающим мифы, сказки, легенды. Большое внимание уделяется обрядовой поэзии, центральной тематикой которой является семья. Часто люди посвящали песни трудовым будням, особенно подчеркивая непростую жизнь земледельца и человека, отдающего себя промыслу. Пословицы и поговорки посвящены нормам морали, в них четко прослеживаются наставления. Доминирующим было положение мужа, как глава семьи и главного распорядителя семейным имуществом. Женщина имела ограниченный правовой статус и находилась в подчиненном положении не только по отношению к супругу, но и к старшим членам семьи. Замужняя женщина не имела права не только жить отдельно от мужа, но и самовольно отлучаться на продолжительный период. Во всем творчестве коми можно видеть позитивные ноты. В каждом произведении вера в светлое и доброе, напоминание потомкам о ценности труда, к которому приучают с детства. Богатый на ресурсы край позволял им заниматься различными ремеслами и строить надежные дома. Избы, керки, возводили из дерева, из сруба сосновой породы. При каждом доме был хлев, двор, а также поветь, которая соединялась помостом. Крыша всегда была односкатная. Обыкновенно коми строили две избы – зимнюю и летнюю. Внутри изб располагалась печь. До второй половины XIX века печи топили по-черному. Деревянной была и посуда, причем коми использовали любую породу дерева. Из поколения в поколение они передавали знания обработки древесины и улучшали навыки. Гончарным ремеслом занимались женщины. Для этого они не использовали гончарный круг, а предпочитали старинный ленточно-жгутовый способ. Обжигали посуду в печи. Жилье украшали просто, но со вкусом.
Для этого использовались ткани с орнаментом, ставни часто делали с резьбой. Из предметов декора в каждом доме деревянные фигурки птиц и коней, вырезанные вручную. Для народа Коми характерно обильное питание, состоящее из мясных, рыбных и растительных продуктов. Обычно каждый день происходит по 3 трапезы. В будний день во время обеда и ужина может быть подано по 3 первых блюда. На праздники число блюд могло составлять от 15 до 25. Многие коми строили амбары, которые называются житниками, погреба, бани. И бани часто строят рядом с рекой. Какая баня? Просто вот зайди и мойся. Да? Такая уютная, посмотри. И Теплом, рубаха висит. теплом прямо веет, да? Да. И я первый раз вижу такую каменку. Да. Дрова, Какая это уютная вниз вообще. дрова клались, Вниз да? дрова, да. А камни нагревались, и вода грелась там. Да. Вот эти, мне нравятся очень, долбянки, корыца, выдолбленные из ствола. Такая компактная. А знаешь, как мылись полы? Как? Мылись полы песком. Так. Песок и веник, который Из валенки прутьев? отбивали из прутьев. Ага. Вот сюда сначала водой, потом песок. Мгм. И вот так вот ты. Откуда я знаю? Драить. Мать меня мучила, да. А, И эти скамеечки, и пол, и дома точно так же дома, Да, когда да, да. были. А столы этим ножом всё скоблили, это, да? скоблили, да, чтобы было чисто. А потом, знаешь, когда песочком пройдешься, беленько так вообще, красиво-красиво, как будто только что построили. ага. Очень интересно. Жил народ и счастливо жил, и сейчас живет. Драгоценным в жизни каждого человека коми считают период молодости, который они называют солнцеликой жизнью. Долгие годы развивалось ткачество, основой которого была бранная техника. На станках делали полотенца, рубахи, скатерти. Каждую вещь украшали орнаментом и изысканной вышивкой. Итак, друзья, мы можем видеть образец старинного ткацкого станка коми народа. Он довольно-таки массивный, да, совершенно не тот, который сейчас стоит современный у меня на письменном столе, и к которому, кстати, я купила ножки, подставку. Мы здесь видим, что происходит ткачество из ветоши. Вот такой большой челнок. Ширина этого полотна, я думаю, сантиметров 60. Здесь даже выткался некоторый орнамент. Этот станок с ножным, с поддержкой, то есть привязываются на нити ножные педали, при помощи которых переключается положение бердо. Помимо бердо, которое выполнено все из дерева, и вот эти, не сейчас как пластиковые у нас, а вот эти вот полосочки, щели, в которые пропускаются нити, они тоже деревянные, какая ювелирная работа. А за станком, если мы подойдем сюда, мы сможем увидеть риски, которые выполнены из льняных нитей. Именно вот с этими-то рисками была у меня самая большая сложность и затруднение, когда я собирала маленький миниатюрный ткацкий станок «Сувенир». Это вал основы, на который наматывается, вот он какой мощный, да, сюда вставляется палочка жертв, и крутится этот вал основы на нити основы, крутится именно на него. Вот такие вот подбивные ножи, вот, и товарный вал. Впереди товарный вал, на который накручивается готовое полотно. Ну, замечательно. И вот, пожалуйста, готовые ткани полотна. Красота. Ой, Светка, какая ты у меня красивая в этом фильме. Мастерица. Красота. Развитие узорного вязания привело к созданию уникального орнамента, характерного только для коми. Народ сумел освоить создание меховой мозаики, резьбу по дереву и кости.
Орнаменты можно видеть на предметах быта, одежде, оружии. Преимущественно орнамент имеет геометрические формы, иногда демонстрируются сюжеты, участниками которых являются животные и люди. До сих пор народ соблюдает приверженность к традициям вязания. Коми используют узорное вязание с 5 спицами. У каждого района республики есть собственная разновидность и стиль. Некоторые работы выполняются в разных районах, что позволяет создавать уникальные композиции. Итак, друзья, мы здесь можем наблюдать образцы детских люлек, которые использовали народы кочевые. Кочует караван, и вся колонна следует груженная одеждой, инвентарем, продуктами питания. В маленьких яслях таких находились грудные дети. Если посмотреть поближе, то мы можем видеть кожаные такие боковушечки с костяными кольцами, на которых выполнялась из кожаных ремней шнуровка, чтобы вот таким вот образом закрепить ребенка здесь, и он никуда не выпал, маленький ребеночек, и находился он по-прежнему здесь, потому что путь не близкий, климат суровый, и ребенок должен быть хорошо зафиксирован, чтобы находиться на своем месте, не попав на ветер, на мороз. И, конечно, эта маленькая детская люлечка также укрывалась оленьими шкурами и различными тканями. Сейчас мы увидим образцы, какими элементами орнамента украшена детская люлька. Для чего это делалось? Для того, что это ведь люди до крещения Руси, это было язычество, да? Люди верили в своих богов, этому поклонялись они родами целыми, да? И в каждом изображении это геометрические узоры, закладывалось то или иное значение. Это были изображения оленьих рогов, дома, рыбы, солнца, то есть все вот эти символы, которые имели место в жизни человека и приносили то или иное. Украшения располагались, например, в одежде по вороту, по манжетам, посередине, около локтевой части рукава, по подолу, и они определенным образом имели большое значение. Конечно, пояса, тканые пояса, они тоже были все сплошь состояли из орнамента. Это были обереги, допустим, от дикого зверя, охотника вышивали жены, да, матери, вышивали по низу платья специальные орнаменты, специальные узоры, чтобы не было нападения дикого зверя, чтобы Бог хранил, природа хранила охотника. Также детей защитить от болезней, от сглаза чужого. Беременные женщины тоже определенный орнамент носили, чтобы защитить свое дитя от любого негатива извне. То есть в этом большая сила. И здесь мы видим также украшена детская люлька орнаментом. Это береста, резьба. И с этой стороны тоже сплошь мы видим геометрический орнамент. Рога оленя, чумы. То есть, да, что это оленеводы, это их жилье, это человек принадлежит к данному роду. И когда мы переходим справа, мы можем увидеть также детскую кроватку. Все это выполнено из дерева, из мягких прутьев, из лозы. И посмотрите, какие погремушки были у детей. Погремушки это выполнялись из костей. В данном случае это кость птицы. Какая может быть в тундре, да, куропатка. Также шуршар, берестяная игрушка, в которой внутри горошек можно было положить, какие-то семена, и тоже мы услышали бы тихое такое звучание, что успокаивало ребенка. Оленей коми часто заимствовали у немцев, одновременно перенимая ценные знания и привнося собственные навыки в оленеводческое дело. В начале XX века они стали крупнейшими оленеводами на всем европейском севере. В одном стаде оленевода может быть до 3000 голов. За животными следят круглосуточно с помощью особой породы собак. Традиции коми коснулись многих жизненных аспектов и связаны с культами, почитающими огонь, лес, промысел. Неизменным почетом пользуется культ предков, оберегающих дом.
старину популярными были не только святочные женские, но и мужские гадания. Среди коми до сих пор можно встретить магов и шаманов, знающих заговоры и владеющих колдовством. В настоящее время многие традиции и обряды утеряны, однако народы коми живут дружно и тесно взаимодействуют между собой. Именно это помогает сохранить самобытность и передать потомкам богатую культуру своего народа.